Здравствуйте, ребята! Сегодня урок провожу я, Сайфудинова Азода Бахтияровна. На прошлом уроке мы с вами проходили тему «Англия и Франция на пороге Столетней войны». Мы с вами узнали о том, что Англия и Франция превратились в централизованные государства. Но процесс объединения еще не был завершен ни в Англии, ни во Франции. Война, начавшаяся в XIV веке между ними, получила название в истории «Столетняя война». Сегодня наш урок я начну, цитируя Мартина Лютера. «Я не знаю дорогу, по которой ведет меня Бог, но я очень хорошо знаю своего проводника». Именно эта фраза затрагивает тему нашего урока. Ребята, запишите в тетради тему урока. Тема сегодняшнего урока – Германия и государства Пиренейского полуострова в XI-XV веках. Реформация Германии и крестьянская война. План сегодняшнего урока делится на 4 этапа. Социально-экономические особенности полуострова, политическая организация, реформация, крестьянская война. И вопрос, на который вы должны будете ответить самостоятельно: какую роль сыграли крупные итальянские города в эпоху крестовых походов? А урок мы начнем с вопроса: почему Германия не объединилась в единое государство? Как и повсюду, в Германии с XI века начался подъем хозяйства. Росли города, самые крупные из них притягивали к себе деревни и городки целой округи. Но крупные города здесь больше торговали с другими странами, чем между собой. Поэтому немецкие горожане не так сильно стремились к созданию единого государства, как горожане в Англии или во Франции. Мелкие и средние дворяне, которые в других странах поддерживали короля, в Германии были слишком слабы, чтобы стать опорой центральной власти. Вместо единого централизованного государства в Германии возникло множество небольших централизованных государств во главе с независимыми от короля князьями и своими столицами. На арену выходят лев и медведь. Государи некоторых малых королевств, стремясь расширить свои владения, решились на завоевание в славянских землях. Первую попытку подчинить палапских и поморских славян германские короли сделали еще в X веке. Но славяне восстали и, изгнав рыцарское войско за Эльбу, вернули свободу на 1,5 столетия. Лишь в XII веке началось новое наступление на славян. Теперь походами руководили не короли, а отдельные князья, желавшие расширить свои владения. Эти завоевания усиливали власть князей. Герцог Саксонии и Баварии Генрих Лев из рода Вельфов после долгой войны присоединил земли славян у Балтийского побережья и основал город Любек. Другой князь, Альбрехт Медведь, неукротимый, воинственный и предприимчивый, захватил славянские земли по среднему течению Эльбы. На землях славянского города Бранибор он основал княжество Бранденбург. Позднее на его территории возник город Берлин. На захваченные земли немецкие рыцари приглашали из Германии крестьян-колонистов. Им давали двойные наделы, и в дальнейшем они вносили точно установленный оброк. За Эльбой были основаны новые города. Палапские и поморские славяне частично были оттеснены в глухие места, частично смешались с немецкими переселенцами. Князья становятся независимыми правителями. Император Священной Римской империи делал большие уступки немецким князьям. Чтобы короновать сына, он при жизни должен был получить согласие князей. Князья в своих владениях чеканили монету, судили население, собирали налоги и пошлины, основывали города. Чтобы сохранить влияние, императоры, подобно обычным князьям, стремились расширить свои родовые владения. Карл I из династии Люксембургов, графство Люксембург на границе с Францией, благодаря удачной женитьбе стал королем Чехии. И он же был избран императором Священной Римской империи под именем Карла IV. В
1356 году Карл IV издал Золотую буллу – грамота, содержащая закон императора или послание папы. В ней подтверждался сложившийся порядок избрания императора. Его выбирали 7 курфюрстов, в переводе князья-избиратели, 3 церковных и 4 светских. Избрание проводилось большинством голосов. Булла разрешила князьям вести законно объявленные частные войны, а городам запрещалось объединяться в союзы и бороться против феодальных сеньоров. В первой половине XV века императорский престол перешел к династии Габсбургов, которые владели Австрией и соседними с ней славянскими землями. Он оставался в их руках до конца существования Священской Римской империи в XIX веке. Но наследование императорского престола не влияло на власть князей. Императоры располагали лишь своими владениями и собственными войсками. В империи не было ни единого правительства, ни общей казны, ни единого войска, ни единых законов. В результате удачных браков к началу XVI века Габсбурги имели самые обширные владения в Европе, городские республики в Италии. В средние века Италия, как и Германия, состояла из многих отдельных государств. Однако здесь власть и богатство находились не в руках князей, а у крупных городов. В Италии раньше, чем в других странах Европы, возрождались римские и возникали новые города. Рассвету итальянских городов дали толчок крестовые походы. Богатые города Северной и Средней Италии – Милан, Пиза, Болонья, Флоренция и другие – добились прав коммуны. Под власть коммуны переходила прилегающая к городу сельская округа, а порой и более обширная территория. Коммуна превращалась в город-государство или городскую республику. Горожане разрушали замки феодалов, переселяли дворян в города, чтобы держать их под строгим надзором. Иногда феодалов лишали права участвовать в делах коммуны. Города освобождали крестьян округи от личной зависимости, но сами становились их господами. Гельфы и гибеллины. Во время многолетней борьбы пап с императорами в Италии сложились враждебные друг другу политические группы – гвельфы и гибеллины. Гвельфы, как правило, были противниками императора и сторонниками папы. Опорой им служили торговцы и ремесленники в городах. Гибеллины, сторонники императора, опирались главным образом на дворян. Гвельфы и гибеллины образовали враждующие группы внутри городов-государств. А могло быть и так. Города-соперники целиком входили во враждебные группы. Например, Милан и Флоренция издавна стояла за гвельфов. Поэтому их торговые соперники брали сторону гибеллинов. Каждая партия поддерживала своих кандидатов. Постоянная борьба между светской и духовными властями на Западе вынуждала не только знатных, но порой и рядовых людей взвешивать доводы противников, чтобы определить, чью сторону принять. Правление Медичи во Флоренции. В XV веке в городах-государствах Италии власть захватили самые богатые семьи и стали передавать ее по наследству. Республиканский строй закончился. Его сменила власть единоличных правителей-тиранов. Порядок их управления называли тиранией. Тирания как форма монархии утвердилась в Милане, Флоренции, Болонье и других городах Северной и Средней Италии. Никаких сословных собраний при этом не признавалось. Во Флоренции власть захватили Медичи, богатейшие банкиры и купцы. Родом из аптекарей, о чем говорят их фамилия и герб, несколько круглых пилюль. Медичи уменьшили налоги с основной массы горожан. Порой раздавали мелкие деньги беднякам, вели в городе большое строительство, что давало заработок простым людям. Высшего могущества власть Медичи во Флоренции достигла при Лоренцо Великолепном. Он утверждал на все должности верных ему людей
и распоряжался доходами казны. Принимал послов, его охраняла личная гвардия. Папа Римский назначил кардиналом его 14-летнего сына. Медичи жили в роскошном дворце, в окружении выдающихся произведений искусства, в которых знали толк, и поэтому всячески поддерживали художников, ученых, писателей. Одним из крупнейших итальянских государств была Флоренция, в которой с XV века осуществлялся постепенный переход от республиканской формы правления к абсолютной власти, принадлежащей представителям семейства Медичи. Конец XV – начало XVI веков были ознаменованы борьбой между сторонниками республики и патрицианской верхушкой, интересы которой и представляли Медичи. В 1532 году патриции окончательно взяли верх, и к власти во Флоренции пришел Алессандро Медичи, принявший титул герцога Флорентийской республики. Таким образом, хотя видимость республиканской формы правления была сохранена, претензии семейства Медичи на абсолютную власть во Флоренции были заявлены достаточно четко. Но окончательно эта власть установилась в период правления Козимо Медичи 1537-1574 годы. Он был избран герцогом в 1537 в возрасте 17 лет. Патриции надеялись, что им легко можно будет управлять. Но Козимо обманул их ожидания, став править самостоятельно. При нем монархическая форма правления была закреплена законодательно. В 1569 году Козимо добился от папы Римского титула великого герцога Тосканского. Путем скупки окрестных земель, крепостей, а также и вооруженным путем, Козимо значительно расширил территорию своего государства, центром которого оставалась Флоренция. Его преемники последовательно проводили политику централизации власти, сосредоточения в своих руках всех нитей управления государством. Однако это удавалось им не всегда. Некоторые, входящие в состав герцогства Тосканского территории, сохраняли органы местного самоуправления. В экономической сфере Медичи придерживались, как и другие абсолютные монархи, политики протекционизма, что способствовало экономическому развитию Флоренции и Тосканы в целом. Сын и преемник Козимо, Фердинанд, лично вкладывал большие средства во все более или менее выгодные коммерческие предприятия. Финансовое процветание герцогства позволяло его правителям в достатке обеспечивать народ хлебом и зрелищами, обеспечивая спокойствие в своем государстве. Однако небольшие размеры государства сдерживали возможности его развития, и к середине XVII века Тосканское герцогство постепенно приходит в упадок. Реформация – времена раскола христианства на католицизм и протестантизм в Германии XVI века. Беспорядки и стычки между католиками и протестантами начались, когда появились новые идеи относительно христианской религии, и люди стали выбирать между католицизмом и протестантизмом. Католики верили, что спасение может быть найдено путем совершения определенных действий, таких как признание таинств, крещение и причастие, и исповедь священнику, что оставляло власть в руках церкви. Протестанты верили, что церковь не должна иметь власти над отношениями человека с Богом. Каждый человек ответственен за чтение Библии и ее толкование. Реформация XVI века – одно из самых важных событий в истории человечества, ведущее в современную эпоху. Христиане разделились на католицизм и протестантизм. Религиозное единство, которое когда-то держало общество вместе, развалилось. Это привело к возникновению индивидуальной мысли и индивидуальных мнений относительно религий. Это неизбежно привело к свободному мышлению в других областях, таких как политика, экономика и социальная структура. 95 тезисов Мартина привлекают внимание прохожих. Они собираются посмотреть, что же он написал. Смотрите, доктор Лютер что-то приколотил на дверь. Написано на латыни. Интересно, что там? Кто-нибудь может перевести на немецкий? Подождите, дайте я попробую.
Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное освобождение от наказания и вины, уготованное ему даже без индульгенций. А что он хочет этим сказать? Ну, думаю, он хочет сказать, что Божье прощение дается по благодати, а не за деньги. Всего за 2 недели 95 тезисов Лютера были переведены, напечатаны и разошлись по всей Германии. Немецкий монах Мартин Лютер, навсегда изменивший христианство, написавший и обнародовавший в 1517 году свои 95 тезисов, одна из самых влиятельных и противоречивых фигур в истории христианства. Лютер подверг сомнению некоторые из основных принципов римского католицизма, и его последователи вскоре отделились от римско-католической церкви, чтобы начать протестантское движение. Он считал, что папа не должен обладать абсолютной властью, верил сам и убеждал остальных, что Библия должна обладать властью и что каждый человек имеет такую же власть над всей религией, как и церковные чиновники. Распространяясь по Европе, его мысли и идеи коренным образом начали менять мировоззрение большой части населения, особенно беднейших слоев и крестьянства. Крестьянская война. Все больше и больше богатств земли накапливалось в руках немногих. Простой человек был пойман в ловушку крепостничества и не имел никаких прав, и в то же время должен был заплатить высокие налоги церкви и непосильную арендную плату за часто бесполезные куски земли. Большинство крестьян не могли свести концы с концами, а их лорды жировали. Местные вспышки недовольства крестьян в отдельных местах Германии и Австрии подавлялись с особой жестокостью, а их лидеров казнили. Стимулирующим событием для масштабных выступлений стала первая Европейская декларация прав человека в 1525 году. 12 статей Меймингена. 12 статей призывали, среди прочего, к отмене крепостного права, прекращению рабского неоплачиваемого труда, праву каждой общины выбирать своего пастора и контролировать десятину, выплачиваемую пастору, свободе бедных людей собирать дрова в лесах, восстановлению права ловить рыбу в реках и прекращению налога на смерть, уплачиваемого крепостными, когда умер член семьи. Развитие, печатание и распространение этих статей по всей империи резонировали с крестьянскими настроениями и катализировали огненную бурю. Восстание началось летом 1524 года в графстве Санкт-Хиллинген, в районе Верхней Швабии, недалеко от границы Германии и Швейцарии. Быстро распространилось в Южной и Западной Германии, а также в Швейцарии и Австрии. Весной 1525 года 5 больших групп крестьян бродили по сельской местности, сжигая дома знати и князей и привлекая на свою сторону горожан. Бедные горожане и городские ремесленники присоединились к восстанию. Крестьяне были разгромлены в сражении при Франкенхаузене. 15 мая 1525 года хорошо вооруженной армией наемников. Более 5000 крестьян были убиты, вожди схвачены и казнены. Вообще в восстании приняли участие 300 000 человек, около 100 000 были убиты. Крестьяне не выиграли ни одного из своих требований. Правители, интерпретируя войну как повод для репрессий, ввели законы, более строгие, чем раньше. Крестьянским армиям не хватало общей структуры и адекватного вооружения. Многие бойцы не имели опыта военной тактики. Отсутствие единого руководства, дисциплины и организованности привело к гибели многих крестьян. Наш урок подходит к концу. И для закрепления новой темы ответьте на 3 вопроса. Назовите имя герцога Саксонии и Баварии из рода Вельфов. Правильно, Генрих Лев. Реформатор, внесший изменения в католическую церковь. Правильно, Мартин Лютер. Назовите первую Европейскую декларацию прав человека в 1525 году. Правильно, 12 статей Меймингена.
Молодцы, ребята, вы справились. На этом, ребята, наш урок закончился. Всего хорошего.